Ребята, всем привет! Это снова я. Это Сергей Викторович. И со мной еще Роман, он там где-то внизу. Река Мокша, 2 октября. Пытаемся поймать щуку. На воде мы уже 3 часа практически, без 15 минут. Мы с Сережей не увидели ни одной поклевки. Вот, Роман прислал фотографию, он там где-то задушил одного маленького щурка. Что-то хреново, как позате выходные, наверное. После обеда, может, бог даст, расклюется. Сейчас пойдем вниз по течению, посмотрим, что там, покидаем, а потом будем возвращаться сюда к машинам. Надеюсь, удастся что-нибудь поймать. Преимущественно будем рыбачить на воблеры. Будем твичить там 130-й, там 110-й, посмотрим, какие воблеры. Ну все, что, поехали. Так, ребятки. Кидаем, пока у нас особо и не клюет. А точнее, совсем не клюет. Немножко тут разделились. Серега вон там внизу. Ромка что-то... Он там сзади застрял. Здесь небольшое течение началось, поэтому иду с плавом, маленечко кидаю. Ну, давайте о снастях, да. Спиннинг у меня Sportex. Nova Twitch. С тестом, значит, 27 граммов. Катушка Daiwa. Freemans 2500. Шнур какой-то с AliExpress. Единичка по японской классификации. Лодка у меня Boatmaster Egoist Luxe. Прям очень зашла, очень понравилась, очень удобно, быстро ее собирать и разбирать. Большую свою лодку под 15-сильным мотором в этом сезоне доставал один раз на открытие. И все, и убрал. Вполне мне достаточно вот такой лодочки. Здесь вот недалеко, так скажем, от дома порыбачить. Электромотор. Да, у меня Water Snake. Что-то тут, да, что там, 30 ЛБС, 12 вольт. За моторчик хочу остановиться. Он у меня уже несколько сезонов. И у него однажды пропала, значит, задняя скорость. Там две передачи назад. Они обе отказали, перестали работать. Вот. И я обратился в ремонт-сервис. Ну, в городе Саров, это напротив железнодорожного вокзала. Ребята ремонтируют бензоинструмент, запчасти возят, там разная диагностика и все такое, короче. Мне они его там отремонтировали. Рекомендую, если у кого-то вдруг есть какие-то проблемы там с электроинструментом, там, я не знаю, велосипеды, по-моему, ремонтируют. Ну, какие-то запчасти, может быть, нужны вам для вашего инструмента или еще что-то. Расходники какие-то. У них там можно приобрести. Ну, я думаю, догадались, да? Ну, кто Саровский, где находятся эти ребята. Ну, где их сервис находится. Очень рекомендую. Быстро, качественно, с гарантией все вам отремонтируют. А у нас по-прежнему не клюет. Погода великолепная опять нам выпала. Прохладненько, но не холодно. Время 10:30, на воде я с 7 утра. Ни одной поклевки. Люблю такие рыбалки, ребят. Как говорится, после такой рыбалки и на рыбалку не хочется. И ладно там
у меня не клюет. У ребят тоже не клюет. Ну, конечно, может, рыбаки такие. Посмотрим, порыбачим еще. Прошлой рыбалки у меня клевало после обеда. Где-то маленечко там расклевалось чего-то. Может, и сегодня так будет. Меняю воблеры разные, безобразные. И проводки там и с паузами, и без пауз. По-всякому, короче. Как говорится, и так, и эдак, и никак. За электромоторы давайте еще расскажу, как бы очень удобная тема, да. Мне тут вот знакомый давал бензиновый, вот Роман на таком моторе, там Yamaha трехсильная. Вот, на бензиновом неплохо, да, если куда-то там подниматься нужно далеко, можно. А здесь вот на коротенькие расстояния перемещаюсь, кидаю, где-то вот сплавом иду. Очень удобный электромотор, потому что бензиновый приходится постоянно заводить, он остывает. С первого раза там не заводится, приходится что-то дергать там. Вот, с электромотором вообще песня. Вот, и на моей лодке, что трехсильная Yamaha, что электромотор, одинаковая скорость приблизительно. Лодка маленькая, загрузка большая. Там ни про какой выход на глиссер вообще даже разговора нет. Прошло и полгода, ребята. Щучка. Клюнула все же, блин, у меня. Знаете, сколько время? Время 20 минут первого. Я увидел первую поклевку. Вот такой вот щурочек клюнул на баллисонг. Во, серый. Щурочек. Так, давайте мы его попробуем сейчас. Свечканет, что ли? Да что такое? Не хочу руки пачкать. Опа. Ну такая, наверное, на килограммчик. Да? Опа, опа, опа. Давайте ее отпустим, ребята. Пускай плывет. Да? Спасибо за поклевку, щучка. А? Нет, отпустить хочу. А? Ну да. Тебе надо? Нет, тогда отпускаю. Все. Все, убежала. Кто-то звонит. Опа. Да, Тань. Ловись, рыбка, мала и велика. Бултых.
Я в Серегу кидаю, Серега в меня. И раз туда. Уже возвращаемся к машине, ребята. Блин, кидаем. Роман пару щурков маленьких поймал. У меня вообще не клюет. И тут мне маленького щурка. Ну, они тут стандартные какие-то. Да, вот Романа такие же. И вот у меня вот такой вот маленький щурок. Поменьше еще брали. Не отвалится сам-то. Очень плохо, ребят. Уже все, собираемся уже домой. Уже время 10 минут 4-го. И вот такого щурочка. Да, очень плохо клюет. За загривок маленького. Все, его тоже утопили. Поэтому тут поклевку пока поймать на камеру, ребята, это просто нереально. Вот, 2 поклевки за весь день. Обе реализовал, холостых не было. Могла бы рука сорваться, сейчас бы Роману прям в затылок хлесть, только из лодки вывалился. Роман бросает более мелкий воблер. У него не клюет, у меня покрупнее, как бы, да. У Романа 100-й, там, наверное, у меня 130-й. У него натуралка там цвет, у меня пестрый. Матайгер там, или как он называется. Не клюет, и как с этим бороться. Подошла к концу и сегодняшняя рыбалка, ребята. Это видео так, выложу в виде отчета, да. В прошлые выходные не ездил, были огородные дела. А здесь вот с ребятами вроде собрались, поехали порыбачить. Вот. Мы были опять за пионерским лагерем Гайдар. Вот. В 3 смычка хлыстали. Ну, вот, не клевало. Сначала не клевало, а потом совсем перестало. Вот, Роман поймал там штук 6 там, или сколько там, 7 маленьких карандашей. Я поймал щучку там килограмм, ну, килограмм. Еще маленького щурка. И Сергей Викторович поймал щучку где-то в районе 2, опять на яме и опять на балисонг. Вот, ну, фотку приложу. Ну, с его слов он не взвешивал приблизительно 2 килограмма, минус-плюс там, как-то так. Вот, рыбалка откровенно хреновая. Вот, ну, что хочу сказать. До льда, я думаю, еще выберемся. Еще что-нибудь с вами побросаем. И, может быть, даже удастся что-то поймать. Ну все, полетели домой. Пока-пока. Увидимся на воде.